Ну, рекомендую всем заходить к парню. Его зовут Денис Гопия. У него аккаунт называется Absent Story. Вот к нему я захожу. Если я хочу получить какие-то знания, именно знания настоящие, там, не том, что там юмор или еще что-то, это мы везде там смотрим, успеваем. Ну, я именно к этому человеку обращаюсь за знаниями. Очень грамотный человек. И вот мне нравится именно у него сидеть, слушать его. Вот это та ситуация, когда я люблю слушать. В основном я разговариваю. Как-то так. Absent Story. Подписывайтесь. Мы, когда обычно говорим об Абхазском княжестве, поверьте, это не те границы, которые сейчас. Потому что, скажем, в составе Абхазского княжества не был регион Мырзахан, или сам Мырзахан, как говорят. Это вообще было отдельное княжество. Или, скажем, Далцабал, Садзны, то, что иногда называют Джигети, это вот территория от Бзыпи и далее в сторону Сочи. Это все не было Абхазией, хотя там этнически, безусловно, абхазы жили. Эвли Челебик, который был в Абхазии, он писал о том, что на границе между Абхазией и Мингрелией, он называет страны Абазистан и Мингрелистан, проходит по реке Фаша. Но Фаша – это Риони. Но проблема заключается в том, что в 17 веке граница между Абхазией и Мингрелией не могло проходить по реке Риони. Это была река Кудры, или Кадори, как его иначе называют. До экспансии абхазов и захвата земель Мигрельского княжества Абхазия охватывала территорию от реки Бзыпь до реки Гумиста. В 17 веке Гагра располагалась на территории Джикети, восточная граница которой проходила по реке Бзыпь, а от реки Бзыпь уже начиналась Абхазетия, Абхазия, и она охватывала территорию от реки Бзыпь до реки Кадори. Восточная граница Абхазии была отодвинута от реки Гумиста до реки Кадори в результате экспансии абхазов и захвата территории Мигрельского княжества. Я всегда говорю, что патриотизм и наука историческая несовместимы, это надо понимать.